В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Мошенники украли у жительницы Мирнинского района Якутии более 2 миллионов рублей. Коллекционер из Якутска собрал более 100 самоваров. В Якутск приедут актер Данила Козловский и певец Леван Горозия в рамках фестиваля «Мус-Устар». У жительницы Удачного похитили более 2 миллионов рублей. Как известно, в начале февраля женщина увидела рекламу инвестиционной площадки и, заинтересовавшись, оставила заявку по ссылке. Вскоре с ней связался мужчина, который представился трейдером брокерской фирмы. Под его руководством женщина перевела на виртуальный кошелек сначала 12,5 тысяч рублей, позже еще 2 миллиона 142 тысячи 500 рублей. Кроме нее, жертвой мошенников стал 47-летний житель Мирного. Ему под видом сотрудника банка позвонил мошенник и сообщил, что неизвестные оформили на его имя кредитную карту. В ходе разговора злоумышленник предложил потерпевшему заблокировать мобильный банк якобы в целях безопасности. Назвав код из СМС, мужчина лишился 24 800 рублей. 40 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в республике за последние сутки. Так, в Якутске 31 случай, в Мирнинском районе 2 случая, по одному в Алданском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Алекминском, Среднеколымском и Тампонском районах. За сутки лабораториями республики проведено 1948 исследований на коронавирусную инфекцию. Между тем, первую вакцину против коронавирусной инфекции в республике получили 44 815 человек, вторую – 24 726 человек. Активно продолжают получать прививку в городе Якутске, в Алданском, Верхнеюльском, Вилюйском, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Аймиконском, Татинском и Усть-Алданском районах. Меньше всего провакцинировано с учетом имеющейся в наличии в районе вакцины в Абыйском, Анабарском, Верхоянском, Момском, Устьянском и Эвено-Бытантайском районах. Республиканская программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья является самой крупной в России. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства региона Кирилл Бычков в ходе отчета властей в прямом эфире. Он также отметил, что правительство Якутии планирует ускорить реализацию программы. Исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев провел заседание о ресурсном обеспечении муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В совещании приняли участие руководители детских садов города и пригородов. На сегодня количество детей, нуждающихся в местах в детских садах города, с каждым годом увеличивается. Проблему, по мнению Евгения Григорьева, может решить поддержка негосударственных детских садов и, конечно же, совместная работа с властями республики по строительству новых детских садов. Помимо этого, присутствующие подняли вопрос по усовершенствованию материально-технической базы. В свою очередь, Евгений Григорьев сообщил, что на этот год на капитальный ремонт дошкольных учреждений было выделено порядка 32 миллионов рублей. Наш детский сад открылся в 1988 году, и, конечно же, он тоже требует капитального ремонта. Но вы знаете, с Евгением Николаевичем мы встречались в январе месяце, когда у нас произошла на птицефабрике авария. И вы знаете, его понимание самой цели и, значит, в чем нуждается сад, мы, конечно, оценили сразу. Мы услышали уже радующие, замечательные слова о том, что в нашем микрорайоне появятся две площадки, что будет заменено оборудование, значит, в нашей котельной. В Якутии началась подготовка к пожароопасному сезону. Так стартовали тренировки сотрудников авиалесоохраны по десантированию с вертолета Ми-8. Каждый пожарный выполнил спуск с высоты от 10 до 40 метров в специальном снаряжении. Напомним, первыми тренировку проходят бойцы парашютно-десантной пожарной службы Якутского, Покровского, Сангарского, Амгинского и Вилюйского авиаотделений. Предварительно они прошли медкомиссию, обучение, сдали экзамены и зачеты. Первые разы, да, как бы незнакомо было, с годами привыкли, уже как обыденная работа. Все знают. Пожары, они, можно сказать, что все разные. Да, в зависимости от сложности. Есть несложные пожары, есть очень сложные, затяжные, большие. Поэтому, тем не менее, работаем, делаем свое дело.
Удивительная и неизведанная Арктика. Национальный парк Ленские столбы запустил конкурс, главным призом которого станет участие в авиамониторинге белых медведей в следующем году. Он запущен в Международный день полярного медведя и призван в первую очередь популяризировать бережное отношение к животным и растениям Арктики. Конкурс пройдет в 3 этапа. Его участники должны будут подготовить научную статью о сохранении биоразнообразия Арктики, научно-исследовательский проект и снять видеоролик о перспективах развития арктического туризма. В рамках развития заповедника Медвежьи острова в Республике Саха-Якутия уже проводятся мониторинговые полеты по подсчету популяции белого медведя. Весной тоже состоится полет по мониторингу малышей, медвежат, которые родились в этом году. Чтобы популяризировать белого медведя, чтобы люди обратили внимание на этот вид, исчезающий вид, внесенный в Красную книгу, мы решили расширить экопросветительские мероприятия, а именно провести совместно с дирекцией Национального парка Ленские столбы и заповедника Медвежьи острова конкурс, чтобы дети приняли участие. Это даст в будущем возможность детям полететь экскурсию, конечно, сопровождающим, и увидеть воочию хозяина Арктики, белого медведя и белых медвежат. Известный российский актер Данила Козловский и музыкант Леван Горозия приедут на первый молодежный фестиваль «Мусу Стар», который состоится 27 марта в столице республики. Данила Козловский, который также является режиссером, проведет мастер-класс по режиссуре и актерскому мастерству. Он вручит подарки самым талантливым в сфере кино молодым якутянам. А уроженец Якутии и хедлайнер фестиваля Леван Горозия представит живое выступление на сцене «Триумфа». Кроме того, со своей программой приедут звезды фигурного катания во главе с российской фигуристкой Алиной Загитовой. Шоу будет сопровождаться живым выступлением всемирно известного скрипача Эдгара Акобяна. Житель Якутска Игорь Кудрявцев реставрирует и коллекционирует самовары. О каждом своем экспонате может рассказывать часами. Глядя на торжественно сверкающие пузачи, трудно представить, что когда-то в руки Игоря Кудрявцева они попали старыми, дырявыми и черными от угля и сажи. Реставрирует он их в свободное от работы время в своей небольшой отдельно стоящей мастерской и признается, что занятие приносит ему истинное удовольствие. Свое необычное хобби Игорь начал всего 6 лет назад и уже собрал серьезную коллекцию. А это более 100 разнообразных самоваров из разных годов и даже веков. Самовар стоил хороших денег, даже в районе получается стоимости коровы там или еще что-то в этом роде, да. То есть не каждый мог себе его позволить? Не каждый мог. Ну, естественно, те, которые трудились, и, естественно, зарабатывали деньги и продавали, то есть покупали самовары. Естественно, в семье было 2 самовара. Один праздничный, один повседневный, то есть который кипятил у нас воду, можно сказать, с утра до вечера. Естественно, когда устраивались какие-то празднества там, или еще что-то, особые даты, доставали там 2-й самовар. И всегда было 2. Опять же, самовары продавали на вес. Чем тяжелее, тем дороже. В Якутске проходит чемпионат республики по волейболу среди команд первой лиги. Прямая трансляция соревнований ведется на телеканалах НВК «Саха» и «Мамонт». Медали соревнований оспаривают 6 сильнейших составов на площадке Дворца спорта 50 лет Победы. Играют они по круговой системе. Ежедневно на площадке проходят 3 встречи. По итогам сегодняшнего 4-го дня лучшую игру показали Ленские и Намские улусы. Так, Ленский улус выиграл у команды Амгинского района со счетом 3-0. Кроме того, со счетом 3-1 сегодня обыграли команду Чурапчинского улуса спортсмены из Намцев. А во второй половине дня встретились на площадке также сильнейшие команды из Алекминска и Якутска. Итогом этой встречи стала победа команды Алекминска со счетом 3-0. Ленский район легко почему-то выиграл, хотя думали, что будет борьба какая-то. Выиграл 3-0, молодцы. Сейчас в лидерах у нас есть Алекминский район, который не потерпел ни одного поражения. Намский улус, у них 1 поражение. У Ленска 2 поражения. Якутск имеет 1 поражение. Так что борьба еще вся впереди за призовые места. Но один лидер у нас определился, конечно, это Алекминский
район. Команда дружная, хорошая и показывает стабильную игру. Играет очень хорошо в защите. С удовольствием. Поэтому они, наверное, и обыгрывают всех. Уверенные в себе ребята. А в Ленске прошло открытое первенство по дзюдо. Победа на домашних соревнованиях дает спортсменам путевку на республиканский уровень. Судили схватки более опытные дзюдоисты. Для них это шанс получить категорию юного судьи. Юлия Золотарева с подробностями. Ходят по залу колесом, вертятся и отрабатывают приемы. Так малыши разогреваются перед схватками. Упражнения – часть разминки. Старшие в это время готовятся к судейству. Мадина Урунбаева – спортсмен с 7-летним стажем. В качестве судьи на соревнованиях в 3-й раз. Но признается, намного комфортнее все же быть на татами. Когда выступаешь, очень сильно переживаешь. А когда судишь, не такое сильное волнение. Ну, конечно, переживаешь за других людей, но мне больше нравится в роли участника. Там больше адреналина. Судить может каждый в любом возрасте, при условии, что спортсмены ознакомятся и выучат все правила японского боевого искусства. А после они могут получить категорию юного судьи. Вернуться на татами были рады, хоть и без зрителей. После продолжительных дистанционных тренировок не все смогли выложиться на 100%. Кому-то для победы не хватило сил, другие отвыкли от соперников, а некоторые просто волновались в первых схватках. За это время детки, конечно, ослабли, потеряли технику, потому что мы не можем заниматься только дома с инвентарем. Нам нужны татами, нам нужен соперник, нам нужны схватки и соперничество. Этого ничего не было. Для Матроны это уже 4-е соревнования. Дзюдо начала заниматься в детском саду. За 6 лет получила желтый пояс и ни разу не проиграла. В своих победах всегда уверена. Я много раз боролась с мальчиками и всегда побеждала. Ни разу не проигрывала? Ни разу. Какие эмоции у тебя, когда ты каждый раз выигрываешь? Хорошие, веселые. Открытое первенство Ленского района собрало 56 участников возрастом от 9 до 14 лет. Для старшего звена это возможность попасть на республику уже в марте, а для самых маленьких – почувствовать вкус соперничества и набраться опыта. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале. Берегите здоровье, носите маски и дезинфицируйте руки.